передаю слово нашему спонсору Назару Амосову. Добрый день. От лица Министерства здравоохранения поздравляю вас с сегодняшним праздником спорта и здорового образа жизни. Министерство здравоохранения уделяет большое внимание профилактической работе. Например, у нас стартовали такие проекты, как «Золотые секунды». В рамках такого проекта «Золотые секунды» мы сняли несколько профилактических фильмов про первую помощь при различных неотложных состояниях. И сегодня, в продолжении проекта, вы услышите лекцию врача-травматолога Владимира Босикова. Владимир Босиков очень занятый человек, он приехал буквально с операции сейчас. И, пожалуйста, прошу внимания, уделите, пожалуйста, минут 10 на его лекцию. Спасибо. Спасибо. Разрешите, я буду ребенком, да? Вы не против? На детей показывать нельзя. Угу. Допустим, ваш ребенок лежит, плачет и жалуется. Спрашиваем, подходим, главное не суетиться, и спрашиваем, что болит? Ну, что болит у тебя? Все болит. Все болит, нога болит, рука болит. Оцениваем состояние ребенка, смотрим активные движения его. Руками шевелит хорошо, хорошо шевелит. Все суставы задействованы хорошо, отлично. Он при этом спрашивает, тут болит, тут болит, тут болит, тут болит, а тут болит? Везде болит-то. Как такое может быть? А тут болит? Тут уже не болит, да? Оцениваем состояние суставов. Так делаю больно? Уже не больно, да? Сейчас реально травма. Не плачь, говорит. Крылья посмотрели, да? Если у него там рана, ссадина, отек большой. Если отек большой, то, скорее всего, вероятно, там уже перелом. Такого ребенка поднимать, тормошить, дергать за ноги не надо. Надо сразу вызвать скорую помощь и зафиксировать перелом. Подозрение на перелом голени, да? Уже фиксируется 2 сустава, не только один, но и коленный сустав. Чтобы это сделать, надо на ногу положить прямая нога, фиксируем 2 сустава, чем попало. Даже такие случаи подойдут. И закручиваем. Не сильно перетягиваем, чтобы просто нога не двигалась. Место перелома, где отек большой, затягивать не надо. В этом состоянии смотрим кожные покровы, если ранение есть, то оцениваем степень кровотечения, да? Смотрим, течет ли она по коже, брызгает ли. Если брызгает, то надо перетягивать уже сверху раны жгутом, ремень. И написать время наложения жгута. Летом 1,5 часа, зимой до 2 часов жгут налаживается. При подозрении на перелом позвоночника что бывает? Ребенок лежит, при активном его движении, когда пытается вставать, и у него появляются боли в пояснице или в грудном отделе позвоночника. При таких случаях ребенка ни в коем случае не надо поднимать на ноги, усаживать. Сразу вызываем скорую помощь и на жестких носилках госпитализируются. Давайте сюда. Оттуда. Тормозта. Все, отлично. Аня, ну говори, чтоб за тобой бежал. Победники!
Молодец, давай, давай, давай. Давай, давай, Богдан. Улыбайся. Ура! Так сделай, ура! Дальше проехал. Валера, быстро, 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 быстро! Валера, тургенеги! Вова, давай! Нет, 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 дальше, 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 дальше! Мама, ты трое хас хотели. Молодец! Молодец, красавчик! Молодец! Давайте остальные. Ребята, все, все готовы? Все готовы. Молодец. Так, стоп. Станьте ровненько. Так, на старт. Внимание. Марш! Все, марш, Юля. Давай! Молодец! Старт находится, вот видите, ходите с беговелыми. Да, кто закончил гоняться или кто мы вас ждем. Где Марасанчик? Давай, 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 давай. Молодец, молодец, чай. Молодец! Давай, дружище. Круто, Кэти мне. Как? Молодчина. Опять упал. Кажется, ты тоже упал? Молодчина. Пришел. Прям переживаю. Давай, давай, быстрее! Браток, в итоге где будем оставаться? Здесь сидеть? Я в окно обратно. Как? Ура! 21 победил. 24 второе место. Оу, второе место. Арсен, я капсера хайда гон калата. Чуда? Ты выявляешь?
Мы участвуем в соревновании первый раз. Нам очень понравилось. Мы надеемся, что после тренировки и приобретения беговела собственного мы займем первое место в следующий раз. Этой весной мы хотели участвовать, но у нас не получилось. Если бы мы приняли участие в весенних соревнованиях, то сегодня мы заняли бы первое место. Мне очень понравилось соревнование, хорошо организовано. Я считаю, что таких хороших детских соревнований должно быть больше. Все 4-5-летние ребята, пожалуйста, у вас будет... С родителями Награждается Степанов Саша. Саша, подходи сюда. Вот сюда, на самую высокую ступеньку. Вот Саша награждается заслуженной медалью. Саша награждается призом от нашего спонсора Назара Амосова. Да, наклеечку на беговел и грамоту на стенку. Завалили призами. Ура! Молодец. За второе место в категории от 3,5 лет, да, в упорной борьбе добытая, награждается Крыжановский Виталия. Становись сюда. Виталий награждается серебряной медалью, ведерком с лопатками, чтобы играть в песочнице, грамотой и наклейкой, памятной наклейкой награждается Виталия. И за третье место награждается Путь Богдан. Где у нас Богдан? Так, вместе со своим верным конем наклеечку. Бронзовую медаль. Мячик, да? Мячик и грамоту. Держи, Богдаша, это твое. Держи, мой хороший. До 3 лет. Сейчас мы будем награждать, как положено, с 3-го места, чтобы не носить путаницу. За 3-е место награждается Ощепков Валера. Валера, вперед! Вот сюда. Заслуженная бронзовая медаль, мячик, наклейка и грамота. Держи, Валера, это все твое. Серебряная медаль, Ял у нас частенько зарабатывает медали. Он уже большой парень. Наклейка, приз. Ну и, конечно, грамота. Также ее. Держи. И за 1-е место награждается у нас Антипин Джумустан. Категория 2,5 лет. Устал, потому что вырвал силой свою победу. Молодец, Архан, становись на пьедестал. Ты заслужил сегодня это место. Вот твоя ценная медалька, твой мячик, твоя грамота, держи. И наклейку надо Арханчику дать. А, дали наклейку. Молодец. Так, за 2-е место в такой бурной борьбе заработал Айсен. Айсен Стручков. Он все-таки это сделал. Как мы все за него переживали. После так. Держи, Айсен, свою грамоту.
Арсен у нас тоже уже не впервые призер. И за первое место, как вы думаете, мальчик или девочка? Девочка! Конечно, девочка, Старостина Камила. Где у нас Камила? Вот она, молодец. Сама за медалью пришла. Ее просить не надо. Держи, Камила. Внимание, фото будет сейчас. Следующая возрастная категория 3,5 до 4 лет. За третье место награждается Логинов Никита. На беговеле он участвует впервые. Раньше он участвовал на велосипеде и тоже занимал призовые места. А на беговеле у нас третье место. Очень хорошее. Ну, Никит, держи. Твоя грамота на стенку повесишь. За второе место награждается Соловьев Костя. Здесь ли Костя? Вот он! Еще один крутыш у нас. Награждается серебряной медалью, также наклеечкой и ведерком. А еще вот такой грамотой держи. Богатые парни. Ну и самое первое место занял у нас Татаринов Матвей. В упорной борьбе. Да, в старших категориях все интереснее и интереснее. Они почти вровень, нос в нос друг другу дышат. Довольно сложно друг у друга вырывать победу, но вот, кто-то же ее все-таки вырывает. Держи, Матвей. Держим, красиво фотографируем. Надо с беговелом прийти, больше ничего не надо. Что у нас язык? Так, ну здравствуйте, добрый день, дорогие ребята. Мы вас приглашаем на квест, который называется «Возвращение Колобка». Помните историю про Колобка? Помнишь? Помните? Как он из дома убежал? Помните? Встретил разных зверей, а потом что делал? Его чуть не съели. И наша с вами задача сегодня – помочь Колобку вернуться домой. К бабушке с дедушкой. А каких зверей встречал на своем пути Колобок? Каких зверей встречал? Сегодня у Колобка не будет. Зайку. Зайку, хорошо. Еще кого? Садись. Еще кого? Садись. Еще кого? Зайку. Садись, пожалуйста. Волка. Волка, правильно. Еще. Молодец. Еще? Лису хитрую и медведя. Да? Сегодня мы с вами этих зверей тоже встретим. Вот, и первый наш зверь — это зайка. Зайка, привет! Привет! Он хочет съесть нашего Колобка. Отдадите Колобка? Отдадим, да? Или нет? Нет, конечно. Зайчик, давай ты не будешь его... Ах, загадку надо отгадать. Ну хорошо. Слушайте, Зайка загадывает вам загадку. Если отгадаете, он Колобка есть не будет. Слушай, хочешь на велосипед? Ты проверь, чего же нет? Как тогда я Колобка не съем, когда наденет каждый шлем. Правильно. Есть у вас шлемы? Да, надо одеть шлемы, если мы отправляемся в путешествие на беговелах. Так? И посмотрите на своих колобков. На колобков своих посмотрите. А колобок у нас тоже со шлемом. Он тоже приготовился к нашему путешествию. Так, шлемы одели. Молодцы. Теперь можем двигаться дальше. Идем мы с вами по лесной дорожке. А давайте вспомним, какую песенку пел Колобок. Колобок. Что-то там, что-то там. Я от бабушки ушел. Долгая дорога. По шишкам, по веточкам, по тропкам. Да, с Колобком, да, с Колобка домой. Он живет здесь и очень не любит дорожных нарушителей. Нужно быть с ним поосторожнее. Ведь он тоже голодный, проголодался. Привет, Волк. Давай ты не будешь кушать нашего Колобка? О, не будешь? Если что, если на вопросы ответить, тогда ты нас отпустишь? Хорошо. Волк задает нам вопрос, на который надо ответить. Полосатая дорожка. Пешеходный переход. Красный свет. Красный свет.
или зеленый? Перейти скорее зовет. Красный? Красный, зеленый. Или зеленый? Красный нельзя, где? Зеленый. Правильно. Молодцы. Если зеленый свет светофора, значит можно переходить дорогу. Где? Можно, Но у нас да? еще один вопрос есть. Еще один вопрос. Загорелся свет зеленый. Как дорогу перейти? На колесах переехать или ножками пойти? Ножками пойти. Ножками пойти, правильно. Поэтому мы сейчас с Беговелов с вами слезаем. Ножками пойдем. Молодцы. На зеленый свет спешиваемся. Слезаем с Беговелов, правильно. И сейчас будем переходить дорогу. Вот он наш пешеходный переход. А что нужно? А как же мы пойдем? Посмотрите-ка на Колобков. А у Колобков ножки есть? Нет. А как же он пойдет? Не получится ему, надо ему ножки. Мы на вопросы правильно ответили. Теперь, родители, помогите деткам приклеить ножки к нашему Колобку, чтобы он смог вместе с нами дорожку перейти. У всех ножки есть. Да. И будет у нас Колобок с ножками. И сможет вместе с нами пойти. А без ножек ему не перейти никак. Сколько ножек? Где ножки, да? Хорошо, молодцы. Так, давайте теперь зеленый цвет. Подошли, из Беговелов слезли. Что надо сделать, когда дорогу переходим? Посмотреть куда? Сперва налево. Вон машина. Посмотрели направо. Еще одна машина. Надо что? Надо обязательно, чтобы машины остановились. Машины остановились, и мы можем идти. Пойдемте. Аккуратно переходим. Аккуратно переходим дорожку, не бежим. Посмотрите, полиция наблюдает. Нельзя правила нарушать. Здорово. Бүгінгі тарағына тоқтенатым. Учебай текаста, Беговел, опыт полдана, кисместе. Нам очень понравилось сегодняшнее Беговел. Наш сын занял 2-е место. Хорошо пробежал. В этом году сделана очень хорошая трасса с подъемами и спусками, где выявляется мастерство водителя Беговела. То есть хорошо управлять должен и своевременно тормозить. Место проведения также выбрано хорошо, потому что поляна — это очень живописное место с свежим воздухом. Также мы участвовали в квесте, очень интересный квест. В этом году мы участвуем уже 3-й раз, до этого занимали 2-е, 1-е места. Моему сыну 3 года. Спасибо организаторам за праздник. Мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. Облака, белокрылые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака. Мы помчимся в заоблачную даль, мимо гаснущих звезд на небосклоне. К нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони.